Здесь надо не копать. Почему? Потому что вот эта шишечка наверху, это как банка. Да. Он не успевает. Этот портрет, наверное, целое состояние. Ну он классный, да. Смотри. Это, наверное, в ипотеку дается, да? Мераба. Знает, кому предлагать. С этим, с гранатиком, да? Подача интересная, да? А, это, видишь, это целая подача. Смотри, а это что такое? Это лук. Соган чичеги. Вот так вот он целый, он в кляре жарится. Ну классно, мы здесь не были, да? Да, ну, интересная подача. Пошел новый. Ничего себе. Здесь такой жар, как будто это свежепожаренный, да? Это вот это тоже. Да, да. Это турецкий завтрак. Turkish breakfast. Или Как он называется? кахвалты. Как он? Кахвалты. Мами, не мамя. Девушка накрашена. Как красиво. Это очень красиво. Я, кстати, Шал такой интересный. шарф такой хочу. Хорошо. Я его очень люблю. Салим. Сахар, видишь? Наш любимый. Мы еще не Наш пробовали. Чебалдай, если честно. Да? Я думаю, что это Чебалдай наш, 100%. Мирабалар. Как красиво. Это у них что-то модное, да? Вот это то, что они на столе. Вот девочки вон завтракают. Вот тебе сразу показывают. Удивительно. Ну, цены, конечно, 935 теле. Турецкий завтрак. Ну, там, конечно, человека 4 наезда. Вот такое место. Подогретое вино продается в Стамбуле. Это войлок. Это войлок. Это что-то очень дорогое. Так мне нравятся эти стулья. Фишка уже на нем. Да. Вообще Турция и стулья — это просто что-то. Мне очень нравится здесь мебель. Всегда обращаю внимание на это. Здесь, я не знаю, сейчас, но около, наверное, 20 видов супов. тоже Серьезно? есть. Да, да. Серьезно? Козлы. Не, смотри. Как? И вот такой набор на столе. А, здесь загрузка. Не-не-не, здесь не уютно. Можно и Балык дурум. Да. Здесь показывают это самое. вот это. Балык дюрюм. Да. Два слова скажи, что это за... Ну, здесь зато все как лезет. Уличное. Чисто берешь и вперед. Да. Вообще, если говорить о этой традиции, это еда самых, можно сказать, бедных была в свое время. Сейчас это цены такие, потому что популярным стало это блюдо в дюрюме. Да, балык и хмек вообще. То есть хлеб и рыба. И это жирная рыба. Сначала предосновой был каламут.
тоже. А все будут? Маленький тунец. Я не знаю. Мы этот, что, один возьмем на пол? Один на двоих. Нам один на пол. Да. Здесь почему это место такое популярное? Потому что я не говорю, что не свежее, но здесь улично. Поэтому очень многие сейчас во всем мире стараются не рассиживаться, не переплачивать за сервис и так далее. Поэтому Косточки чистые. Да. кылчыкларын, да, убирают Да, позвоночник. снимай, чтобы он чувствовал напряжение. Я вчера вместо лавки снимал, он говорит, YouTube канал, я говорю, да. Сразу подписался, такие хитрые. Я вчера с Тизешкой разговариваю, он говорит, ой, говорит, я говорю, Диляер, думаю, сидим, говорю, завтра я по городу буду водить этот. Только чтобы они не сильно устали. Я говорю, а ты откуда знаешь, Тизе? Она говорит, а я, говорит, подписана. Это же... Саратская, да? Нет, это который Джанкоя. Это же Мазмазака. Я говорю, да. А я смотрю его, говорит, эти программы. Я в шоке была. Сниму, а то никто не поверит потом. Нет, почему? Джанкоя обязательно. Вот, смотрите, как он тщательно стал чистить, когда там. Не, он тщательно чистил. Без косточек даже, по-моему, интересно будет. Это для Это нас, называется- это для нас он делает, да? Вот это. Каракель. Мемет уста. Балык ekmek. Мешур, Балык. балык, мехмет уста. Дюрю Лаваш, ну, это Ролл. в ролле. Поэтому говорят врап. Враповые. красиво выглядит. Я подержу. Не, нормально, нормально. А давайте я его вот так одену. Вот так. Нет, нет, она тяжелая, не надо. Здесь когда-то была на Чапке по сторону Европы, аж за Аксараем, туда, где старый госпиталь и так далее, там была чебуречная. Да, эскиширские татары это делали, или Коджаили татары. Но она не работает, потому что перестала быть популярной. Потому Значит, что- плохо стали делать. Нет. Цена порции не соответствовала цене изделия, потому что с бургерами, с хот-догами и с вот этими тавух-дюрюмами непонятно откуда эта курица. На самом деле конкуренцию создать невозможно. Человек легче же производство и вкуснее, как бы. Просто они Мясо, плохо оно стали его стоит. делать. Нет, серьезно, очень много региональных продуктов исчезает на фоне бургеров. Масс-маркет. Масс-маркет. Не продумано. Первый курс. Тягаться с... Они же заворачивают, а потом режут. Там думать. Здесь, слава богу, что они не такие продуманные, как предел. Если бы турки были такие продуманные, и в этом плане все. Они были бы еще Ну-ка, успешнее. давай попробуем. Давай попробуем. Это вкусно. Вкусно? Рекомендацион? Реально вкусно. Я рыбу не очень люблю, но это вкусно. Там косточек нету у рыбы? Вообще нет косточек. А ну-ка только. Ну вот эта вот бумага, конечно, это неудобно. Это реально вкусно. Можно было целый смело брать. А где синагога? Вот, видишь, звезда Давида. Такой вот купол Да. и круглая кошка. Вот это одна, а там наверху еще вторая. А, выше вот. Да. Неви Шалом это вот за башней, за Галатской башней. Кажется, как будто развалины, да? А это старинные здания. Это старые еще, да. Вот они сохранились. И вот то, что во время пожара, смотри, ты же спрашивала, смотри, видишь, во время пожара, то, которое вот деревянные части сгорели, а эти остались. Ералта Джами. Почему Ералта, она осталась, походу, под землей? Потому что все это вот так вот забетонировалось. Город поднялся на 2,5-3 метра, уровень набережной и так Культурный далее. слой, Поэтому вот это вот мечеть. Но она одна из самых старых в этом районе. Интересно, да? Смотрите.
Ну, вообще тут своя атмосфера здесь. Михраб уже нашел вон там. Интересно, везде полочки для обуви. То есть они свободны. Да. О, Здесь, дети. здесь наверху сидеть, которые вы увольняете. Как бомбоубежище. Почему? Потому что это в свое время был действительно нижние этажи или банковских помещений, или других помещений. В 1750-х годах продают это место и делают из нее мечеть, покупая. Баашлёлар, поэтому и говорят Ералты джами, потому что это вот мечеть подземная. Почему? Потому что в этом районе, в новой этой Европе, еще со времен генуэзцев, потом они организовали первый, второй, третий крестовые походы, Восточно-Римская империя не позволяла, кроме католических, никому другому строить какие-то, и сами генуэзцы, другие святыни. Поэтому мечети здесь тоже практически не было, кроме этой большой, возле Топхане, Кылыча Али-Паша. И он просто пришел, забил колышек и говорит: все, здесь будет мечеть. В этой старой части мечети, если вы заметили, они все какие-то приклеенные, маленькие. Вот Пристроенные. Пристроенные, потому что земля дорогая была. И вообще не хотели никто продавать землю. Зато здесь очень много церквей, костелов и христианских святынь. Старые, Или потому же что. они раньше сюда пришли, Раньше, и вот поэтому, как говорится, в старом городе, ну, то есть мечеть на мечеть, мечеть на мечеть, мечеть на мечеть. Особенно на холмах, на 7 холмах, вот эти вот мечети, это каждый холм, это одна из мечетей. И поэтому хоть какую, говорит, ну, чтобы было для портовых работников, мусульман тоже. Поэтому михраб определяет направление Мекки, да, направление молитвы. Он такой А где михраб? Вот здесь. Идем. Смотри, вот он. Смотришь? Минбер рядом деревянный. И первично, когда смотришь на мечети, вот слово мешчит и джами. Откуда берется слово джами? Слово джами святыням мусульманским начинают использовать в это время, когда стекло и завоевание Константинополя. Потому что Ая София, Ая Ирини, Ая Никола, Ая, это Хагия, святость, свет, освящение. Освященные места окнами. Энное количество окон. Да. Причем свет, это считается золотой купол. Ночью свет дает изнутри, снаружи, как человек, душа, да, светится. А днем, наоборот, собирает освященных под своим куполом. И когда завоевывают Константинополь, все христианские святыни, даже в каком бы они состоянии ни были, они дают тон мусульманским святыням, то есть мечетям, которые начинают называть джам, из-за окон и стекол. Те же архитекторы, те же инженеры, что они могут строить? До завоевания Константинополя мечети, они совершенно другого типа. Плоские крыши, домашнего типа. А здесь что нашли, то и использовали. Поэтому одна из таких вот необычных архитектурно. И на самом деле она подтверждает вот эта мечеть теорию, как христианскую, так и мусульманскую, так и иудейскую, что Бог везде. Самое главное, чтобы место было чистым, и можно молиться где угодно. Ильзара? Да. А кто там похоронен? Что-что? Кто там похоронен? Ты не знаешь? Там один, если взять... Не стоит. Пишет, что это Сюфьян бин Уейме, который оздоравливает, который принимает наши желания, наши просьбы и так далее, и так далее. Но если, по сути, взять ислам, в исламе как бы Вот это двояко, мест да? поклонений такого типа не должно Не быть. должно быть. То есть они есть, они должны быть. Сюда можно прийти помолиться
в имя души усопшего, но не для здоровья, дотронуться. Это немножко уже не совсем эти, как бы такой вот чистый ислам получается. Хотя здесь это смешанный, понятное дело, поэтому. Здесь в Турции очень распространен культ святых, ну, это и не святые, они называют там хазрети, и тюрбе, культ тюрбе. Это как в Узбекистане после зороастризма. Осталось вот это ножами, что делаешь с сахаром, это делаешь хлебом, вот это делаешь, потом огнем очищаешь. Также и здесь это осталось. Это откуда берется, даже если они были христиане, потом приняли ислам, у них все равно остались места культа святых. И вот человек, человеческая натура ищет место, где дотронуться можно. Нет, смотрим. Святый Коран. Ела, конечно, я сейчас тоже Это что черек за возьму. кукуреч? Черек – это 1/4 этого хлеба. Это кукуреч, да? Ярым, да. Ярым – это пол хлеба. Там это весь. Черек – ты где это смотришь? 1/4, вообще говорю. А, Как оно вот так вот. Вот он, кукуреч. Его вот так вот. Шарф? Шарф? Как его покупать? а какой хороший? Зара. Можете просто посидеть тогда, это сам, хотя бы... Хорошо. Смотрите, есть пиде. Ну, вообще, все его кушают в хлебе. Можем попросить мякишку. Это чисто вот иксис Самое называется. традиционное, как кушать? Без мякишки. Да. Или пол хлеба, или четвертинка. Если хотите, цена от этого не меняется. Можно взять одну четвертинку, попробовать, если понравится, взять вторую четвертинку. Не, мне понравится. Ну, тогда половину Традиционно. ярым. Ярым мек. Четвертинку. Да. Хорошо, четвертинку. Давид. Сесть внутри, можно сесть снаружи. Хотите внутри? Вообще, на секундочку, что вы здесь делаете? Как можно было встретиться в этом огромном городе? İki çeyrek oraya yapıştıracağım. А наши что, зашли, да? Она заказала. Это мидия дулма. То есть мидия отваривают, вытаскивают эту Да. маленькое тельце, смешивают с отварным рисом Да. и опять закрывают. Это как подарок. Нет, это как... Нет, это дополнительно платно. Классика, но я бы здесь не советовала. Ne biliyorsun kimin o? Vermiştim. Çok kuru dedi. Bu yal tarafını. Fırın vermiş dedi. Yapma. Они зашли, что ли? Хотите сюда присядь? Abi porsiyon süre miydi abi? А где? Sen mi geldin? Yoksa yazsın mı geldin? Представляете, я думала, на каждом столе вот это стоит. Я думала, это... Приглашать дополнительно. Keşke sen bu yüzünü söylesen diyemiyorum. İki yarım bir çeyrek çeyrek atsız. Usta, ekmek at oraya. İki yarım bir çeyrek ekmek at. At yukarıya. Yok hadi.
Не пишут имена девушек или парней, а на Кока-Коле пишут имена парней или девушек. Вы представляете? И каждый Мехмед, Ахмед, Иди, Дамла. Понимаете, это вот сделано для Дамлы, сделано для Ахмеда. Ты представь, сделано для Эльзары. Так я везде эту колу буду заказывать. Это я в шоке. Ну, Айран вкуснее. Он и здоровее. Ну, классика колы. Да. Сразу я узнал. Да, не то, что они все там дали. Потому что, сейчас даю, да? Потому что это значит, они с чем-то его... Это самый хороший кукурич здесь. У меня есть французскоязычный Значит, кукурич – это внутренности, да? Кукурич – это кишки. Это конкретно кишки. А кишки – это не внутренности? Ну, внутренности – это же еще и желудки, это почки. Ну, то есть... То есть А внутренности жир и называют, кишки, да? как они называют? На ше как-то называют. Шаркутери. Шаркутери – это внутренности. Это и почки, и легкие, и так далее, так далее. А это конкретно кукурич, это вот кишки. Кишки и жир, да? Характерный вкус есть, Есть. узнаваемый. Чем это было? Как у желудка. Да, Знаешь, да. вот как ишкембе. Я обожаю, например, желудки жареные на сливочном масле. Это прям... Нурик шарит. Вот этим. А, перец? Нет, это с острым надо кушать. Да, я тоже это. Оно не сильно острое? Просто оно не как Ну, в фильме тоже. маленькую. Да, нормально. Бывает, они пишут острое, иногда пишут. Ты кушаешь, думаешь, Не, я по-детски очень острое, люблю. а иногда пишут острое и так еле-еле. Ты ешь и умираешь просто. Ну, это, кстати, нормально, не острое. Но здесь тоже острота есть, остринка. Классная вещь. Сколько стоит такая половинка? 280, 180. С лером. 180? Это половинка, да? А четвертинка половина Не, меньше. мне кажется, не 180, там было 180. 180? 180 скажем. Так, значит, мы кушали впятером. Там где-то была половинка, где-то был целый кукурич. Не, была половинка кукурича и половинка половинки, то есть четверть. За пятерых с водой и с айраном заплатил 960 лир. Умножайте на 3, ну, получается около 3000 рублей. Там, может быть, 2700, что-то такое. Кукурич был вкусный, поэтому можете приходить и смело заказывать.